Открывая заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, премьер-министр Александр Анкваб отметил, что после некоторой стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Абхазии снова наблюдается резкий рост числа заболевших. В этой связи мы хотим сегодня обсудить положение дел, какие меры принимаются, что нужно сделать еще дополнительно. Для этого есть все основания, скажу еще раз. Ситуация очень тревожная. Исходя из этого, мы сегодня и проведем нашу работу. Министр здравоохранения республики Эдуард Будба подтвердил факт ухудшения эпидобстановки. 12 октября текущего года был поставлен антирекорд по суточной выявляемости. Выявлено 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены дельта-штаммом. На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров также ухудшилась. Течение болезни проходит сложнее. Стационар Сухумской инфекционной больницы практически заполнен. Также на пике своих возможностей работает мобильный военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Также там запланировано развернуть дополнительно 34 койко-места. В Гаудовском ковидном госпитале также открыты дополнительные отделения для лечения пациентов. Несмотря на все сложности, учреждения республики обеспечиваются перечнем медикаментов и средствами защиты, необходимыми для лечения наших граждан. Есть сложности с препаратами Актемра, Артлегия и Элсира. Причинами экспонентного роста заболеваемости являются игнорирование населением ограничительных мер. После праздничных дней количество больных резко увеличилось. Повсеместно проводятся торжественные мероприятия, свадьбы, кампании и так далее. Наши граждане перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте, в магазинах, в общепитах и так далее. Население неохотно вакцинируется. Также мы видим, что и в соседних странах идет также рост числа инфицированных больных. За сутки в республике возможно проводить порядка 500 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. Как известно, темпы вакцинации снизились. Первая кампания вакцинации спутником ВИ прошла достаточно активно. С учетом ранее набранных темпов со спутником ВИ большого количества обращений с просьбой продолжить кампанию по вакцинации, мы ожидали большего наплыва желающих пройти вакцинацию. После небольшой паузы, как известно, была возобновлена кампания по вакцинации в республику, прибыла партия новой вакцины «Спутник Лайт». Это однокомпонентная версия спутника ВИ, способная давать уровень защиты до 85%. Но население неохотно прививается данной вакциной. К сожалению, ожидаемого результата мы не получили. На 14 октября 2021 года прошли вакцинацию 3152 человека. За сутки в среднем вакцинируется 25 человек. Несмотря на проводимую правительством пропаганду вакцинации, параллельно идет антипропаганда. К сожалению, наблюдаются случаи также среди медицинских работников, которые не прививаются. И, как говорится, после таких моментов наши граждане тоже вводятся в заблуждение, некоторые. По состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 29 496 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 430 летальных случаев, выздоровело 24 578 человек. Летальность Республики Абхазия остается прежней, составила 1,53% от заболевших новой коронавирусной инфекцией. На 14 октября текущего года в стационарах республики проходит лечение 292 пациента. Были сутки, когда провакцинировалось 7 человек. Было такое. 7 человек. Бжюк. Агер терилмшазет, ертахзым. Амалай зыртахам рхедзом. Ейлу карат. Нас Актемра Амтанаева Хаззиге Актемра Хашто. Ярапароумазырги Узывшадзом Випадзу. Что с Актемрой, скажите, Эдуард Владимирович? Препарат, купить его очень сложно, практически невозможно. Вот сейчас мы препарат получили на прошлой неделе Артлегия 50 упаковок. Сейчас на следующей неделе мы ожидаем поставку 150 упаковок Артлегии. Это большой труд, колоссальная работа была проведена на протяжении долгого времени. Это не то, чтобы вот сейчас мы захотели и завтра мы его получаем. Эта работа ведется на протяжении всего времени для того, чтобы в нашу республику поступали эти препараты дорогостоящие. Дело не в цене, дело в том, что их физически достать очень сложно.
Наши граждане пытаются там привести в единичном порядке, когда необходимо там нашим гражданам, которые попадают в лечебное учреждение, но это вот с рук в аптеке кто-то уедет за границу, покупает в Россию, там, в Краснодар, в другие регионы привозит. К сожалению, вот такая ситуация. То есть появилась и своего рода, пусть никто на это не сердится, спекулятивная составляющая. Это тоже, с одной стороны, очень плохо, потому что мы не знаем, что это за Актемра, допустим, или нечто другое. Об обеспечении лечебных учреждений препаратами, медицинским оборудованием и изделиями, необходимыми для борьбы с ковид-инфекцией, рассказал начальник управления фармации Минздрава Ахра Аджба. За период с 1 января 2021 года произведен опись лекарственных препаратов, антибиотиков, инфузионных растворов, иммунодепрессантов, антикоагулянтов, инсулинов, медицинского оборудования, лабораторных реагентов, средств индивидуальной защиты и других изделий медицинского назначения на сумму 172 миллиона 49 тысяч рублей. Это общая цифра за период 2021 год. Из них ЦРБ Гудаутского района было обеспечено в сумме 97 миллионов 346 тысяч рублей. Гудаутский ковидный госпиталь – это самый коечный у нас госпиталь, 240 коек. Из них реанимационных коек 12 с возможностью увеличения до 18. Проведено 172 кислородных точек. За промежуток 2021 года, за весь период, данному учреждению было выдано 415 упаковок Артлеги на сумму 20 миллионов 695 тысяч рублей. Актемры 50 упаковок на сумму 3 миллиона 47 тысяч рублей. И препарат из этой группы Ильсира в количестве 3 упаковок 199 тысяч 360 рублей. В лечебном учреждении аппаратов ИВЛ 22 единицы. Из них дрегеров 15 штук и 7 аппаратов, которые были подарены турецкой абхазской диаспоры. Это было в 2020 году. И было всего подарено 10, из них 7 штук было направлено в Гудаутский госпиталь. Концентраторов кислорода 60 штук. Это в части касаемо Гудаутского госпиталя. На втором месте по коечному идет инфекционная больница города Сухум, 44 койко-мест. Из них реанимационных 7 койко-мест. Проведено кислородных точек 15, обеспечено на сумму 35 миллионов 137 тысяч рублей. В эту сумму входит препарат Артлегия в количестве 226 упаковок на сумму 11 миллионов 293 тысячи. Актемра 38 упаковок на сумму 2 миллиона 112 тысяч. И препараты Ильсира в количестве 6 упаковок на сумму 398 720 рублей. Александр Анкваб поинтересовался объемом резерва препаратов и средств защиты. Наши резервы, которые у нас находятся на складе, они достаточны до 4 недель, до 1 месяца по определенным позициям. Есть позиции, мы предугадать и предусмотреть все не можем, и поэтому многие позиции, которые даже не зарезервированы за Минздравом, они имеются у РУП, и он оперативно
решает данную потребность нашу. В своем выступлении директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлиба отметил, что расходование медикаментов, необходимых для борьбы с COVID-19, увеличивается. На сегодняшний день есть заявка Минздрава соответственно, на 2-3 месяца там заложено, по-моему, как минимум. Мы сейчас ей занимаемся. На данный момент с резервов Минздрава плюс с резервов РУПа отпуск идет медикаментов по всем, соответственно, медучреждениям, занимающимся ковидом. Объем отпускаем, в принципе, все, что запрашивают, всем обеспечено. То, что касается биопрепаратов, вот это единственная определенная сложность в обеспечении медикаментов на самом деле. Но с ними есть определенные проблемы. Фактически, как Эдуард Валерьянович сказал, препарат Актемра, он недоступен на сегодняшний день на территории Российской Федерации ни в коммерческих, как говорится, секторе, ни в государственном секторе нам выделений никаких по нему не дают. Попытки приобретать его в других сопредельных государствах, там с Турцией были какие-то попытки, с Европой, к сожалению, есть проблема. Эти препараты нами здесь немного отбраковываются, ну и плюс ко всему официально производитель, непосредственно если говорить об Актемре, производитель этот РОЖ, он официально нам поставлять не может, даже со стороны России реэкспорт делать не могут. А по поводу Артлегии и Актемры, да, вот Эдуард Валерьянович переговоры приходится сегодня на уровне Министерства здравоохранения, ведет переговоры с Россией, чтобы делали выделение. То есть в коммерческом секторе просто так их сегодня приобрести не представляется возможным. И наряду с этим у нас потребность колоссальная. 50 упаковок, вот сейчас мы пробную партию завезли. Эдуард Валерьянович, в субботу мы поставили в Минздрав, в понедельник или вторник была информация, что вот за 3 неполных дня 50 уколов уже израсходовано. В январе месяце 2021 года у нас 30-40 упаковок Артлегии хватало где-то на месяц практически. Сегодня это количество уходит за 3-4-5 дней. Телефон не смолкает. Просьбы: дайте Актемру, дайте Актемру. Что подтверждает то, что говорят наши руководители, работающие в этом направлении. Если бы Актемра продавалась в аптеках, мы бы ее, несомненно, купили бы, остановив все другие расходы. Не по линии Минздрава. Но вы слышали, что нет этого. Но будем пытаться неофициальными путями что-то искать от производителя. И хочу, чтобы Минздрав и вы дали разъяснение, что у нас случилось с Актемрой, где турецкая этикетка, почему создали такой негативный авторитет, что случилось, скажите, пожалуйста. Я это говорю потому, что в Турции Актемра не выпускается, на ней может быть этикетка просто турецкая, потому что она продается в Турции или как в любой другой стране. Содержимое, наверное, одно и то же. Что случилось? Скажите. В 2020 году, в районе 8 месяца, когда в России негде было купить препарат данный, удалось данный препарат приобрести в Турции и завезти сюда, в Абхазию. Сама упаковка, целость упаковки, маркировка, обычно, которая на визуальный осмотр, никаких признаков, что она некачественна, не представляла. Я его открывал, и при выдаче данного препарата аптеки того или иного учреждения показывал, что данный препарат, как в описании, прозрачный, не мутный, никаких механических примесей там нету. И убедившись об этом, и для себя, и потом, чтобы не было вопросов, я эти упаковки изначально передавал в лечебные учреждения и очень даже хорошо пользовали. По истечению какого-то времени, по решению определенных врачей и по наблюдениям начали говорить, что данный препарат неэффективный, и он очень тяжелый,
и вызывает осложнения. По данному вопросу я общался, значит, со своими коллегами в России. Да, данный препарат, он не вода, он очень сложный препарат, и есть определенные, значит, методики введения и прочее. Но, несмотря на это, был отказ, и очень долгое время, значит, в количестве 24 упаковок у нас лежало без движения. Потом что с ними? И в этом году, в 2021 году, когда уж ничего, значит, не было, этот препарат, он стал эффективным. Понимаете? Кроме 3 или 4 упаковок, да, срок годности, который да, срок годности прошел, а остальное... И одной упаковки, которая была на самом деле, был флакон мутный, потому что его неправильно хранили. Все остальные флаконы пошли в работу, и пошли в работу нормально. Так или не так? Да, да. Никаких, значит, вопросов связанных от врачей, что этот препарат повлиял на состояние пациента в худшую сторону. Таких нареканий я со стороны врачей не услышал. Помимо таких препаратов, как Актемра и Артлегия, в лечении ковид-больных используются и другие лекарства, такие же дорогостоящие и дефицитные. Ввиду того, что весь этот год фактически эти все потребности закрываются, как-то стали это дело не замечать, что больницы ковидные обеспечены препаратами на 100%, и не дешевыми в том числе. Один флоксипарин только, наверное, да, известно, что немалых денег стоит. То есть помимо основных препаратов и сопутствующих, биопрепараты, если убрать, 100% обеспечение. Суммы не маленькие. Больницы у нас, давайте говорить откровенно, никогда не обеспечивались на том уровне, что больному хоть что-то не приходилось покупать. Сегодня это есть, и это стали не замечать, воспринимается как должное, и вот идет шум все время, что биопрепарата если нет, значит нет обеспечения. Но все остальное это не менее дорогостоящее лечение. Если взять лечение одного больного, да, оно выйдет на сумму не меньшую, чем стоит та же Актемра, Артлегия и прочее. Что у нас часто происходит? Читаешь и слышишь, что за все приходится платить в Гудаутском госпитале, во всех других лечебных учреждениях, что нет никаких лекарств. Вы не слышали об этом, уважаемые коллеги? Вы не слышали? Слышали, слышали. И читали. И говорю громко, это не соответствует действительности. Может быть, в каком-то лечебном учреждении нет какого-то препарата индивидуального для отдельного больного, да, может быть. Но этот препарат мы способны купить. Уй, ахентхарра ялшуд, уй харе халшуд. ويجانا خل عم تخط شجرة تغزم عم تسحرة تغزم. И есть просьба к медицинским работникам в том числе, когда дают интервью, чтобы профессионально следили за своей речью, не допускали ошибок. Сейчас все имеет значение. Незначительная ошибка, значительная ошибка. А то одно время было, что в Гудаут, оказывается, больных нечем кормить. Я читал эти публикации, поэтому говорю вам так громко. Это с какого времени в Гудаута, в госпитале не было продуктов? Кто это сказал? Мы что, не финансируем, Владимир Валерьевич? Финансируем в полном объеме, даже более чем. Но есть такие комментаторы, которым наплевать на то, что происходит. Они комментируют все, небылицы в особенности. И параллельно убеждают людей в том, что не надо вакцинироваться. Рустам Адлиба также отметил, что финансовые затруднения происходят время от времени. Однако Минфин оказывает поддержку. Кроме того, поставщики медикаментов идут навстречу. Периоды есть, когда задолженности довольно высокие образовывались. На сегодняшний день картина немного стала лучше.
Вот сейчас Минфин нас поддерживает средствами, но долги есть, конечно. Вот сейчас Минздрав спущены средства, сейчас мы их ждем, они закрывают по части ковида довольно значительную задолженность, но остаются цифры там порядка 20-30 миллионов, те, что мы отпускали напрямую, в том числе администрациям, городским по линии ковида. Да, там задолженности пока висят. Но в целом ситуация приемлемая, рабочая, и где надо, поставщики дают и 30 миллионов долг, это не долг, 75 миллионов, правильно? И не Но это 80. по части ковида, да. Есть большая разница, и слава Богу, что мы это сумели поправить. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сообщил об эпидситуации в школах и перечислил количество заболевших среди педагогов и детей. 85 человек из числа педагогического состава имеют подтвержденный диагноз коронавирус. Это, соответственно, около 2% нашего педагогического состава. Из числа детей на сегодняшний день это 252 человека. И это менее 1% из всего числа детей, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях страны. Около 530 человек у нас вакцинировано. Темпы, как выше отмечал министр здравоохранения, не совсем высокие, но мы наблюдаем рост, чему, конечно же, хотим способствовать и делаем все возможное, убеждаем руководителей учреждений, что это нужно делать, да, как уже выше отмечали наши коллеги, вакцинироваться нужно, чтобы сохранить в первую очередь здоровье педагогического состава. Вот. Также хотел бы отметить, что сейчас у нас на изоляции 2 школы в Очимчирском районе, 3 школы в Галицком районе. По всей стране у нас на временной изоляции 40 классов. А в целом могу сказать, что ситуация не самая плохая, но со стороны Министерства здравоохранения поступило предложение, чтобы посодействовать приостановке распространения вируса, продлить на неделю наш каникулярный период или рассмотреть возможность дистанционного обучения на следующую неделю. Вот. У нас в конце октября, соответственно, предусмотрены каникулы осенние, поэтому мы готовы на этот шаг, вот, если, конечно, это принесет свои плоды. Это тоже вопрос. При существующем отношении к мерам, принятым распоряжением, да, в августе месяце, мы видим, что и это может не помочь. Если мы дальше же будем отмечать свадьбы, дни рождения, массовые мероприятия, то это навряд ли поможет. Поэтому я хотел бы еще раз тоже обратиться к педсоставу школ. Если мы закроем дополнительно на неделю наше учреждение, надо будет проконтролировать, не будут ли дети бегать по городу, да, или какие-то свои мероприятия проводить. Если мы сможем удержать, да, детское население, скажем, на дистанционном обучении эту неделю, то, я думаю, эффект какой-то может быть. Плюс, когда мы вернемся с каникул, я прошу родителей не собираться у школ. Министр здравоохранения тоже мне об этом говорил, что я сам часто наблюдаю, что у ворот школ часто проводят какие-то такие небольшие собрания, ждут детей, это понятно, но это тоже может быть причиной распространения вируса. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба предложил продлить период обучения, а каникулы сместить к глубокой зиме, когда ситуация предположительно будет тяжелее. Члены координационного штаба обсудили данное предложение. В первую очередь санитарный врач рекомендует приостановить деятельность, мы это сделаем. Мы перенесем или каникулы, или продлим, это неважно, да? Главное услышать мнение врачей. Соответственно, я ориентируюсь именно на это. Поступило предложение увеличить вот эту паузу, сделать их или каникулами, или просто сделать карантин. Соответственно, я ориентируюсь на это предложение. Предложение увеличивать сам процесс не было. То есть за цель снизить нагрузку, скопляемость людей внутри школы, за рамками школы. Вот, поэтому цель такая. Ваше предложение я услышал, Беслан Федорович. Если врачи солидарны, можно и такое принять решение. Беслан Федорович, ваше предложение, как раз таки мы считаем, что наоборот, надо вот сейчас прервать цепочки передачи, и потому считаем правильным предложение, которое мы ранее озвучивали, и было передано Министерству просвещения, что
чтобы его оставить в силе. Почему? Потому что сейчас, да, по цифрам, конечно, по цифрам, сейчас как раз мы выходим на пиковые значения июля. Июльская волна, чтобы вы понимали, была самая мощная за весь период, который мы имеем наблюдение за 1,5 года. И мы уже сейчас подходим к этим пиковым значениям. Если говорить по детям, то за сентябрь месяц выявлено было около 450 детей, а за октябрь месяц, за 14 дней уже выявлено было около 220 детей. То есть дети также участвуют в этом эпид-процессе, и мы считаем, что за эти 2 недели мы, наоборот, сможем прервать цепочки, и ситуация, возможно, будет еще благоприятнее. Усилий медиков российского военного госпиталя тоже может не хватить. Он уже полный, 96% лежит сегодня на утро. Там тоже скончалось 25 человек. Хотя огромная работа проведена, там более 800 человек амбулаторно пропустили. Более 200 человек выздоровели. Нагрузки сумасшедшие, поймите, уважаемые коллеги, и вы, и уважаемые наши граждане. Поэтому надо остановиться в плане недисциплинированности. Говорю это, как обычно, прямо, пусть никто не сердится. Мы просили, предупреждали в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия. Мы просили в городе Сухум 27 числа не приводить школьников на мероприятие. Но все равно привели. Мы просили ограничить мероприятие 30 числа, но не получилось. Мы видели, как были заполнены все заведения, все рестораны, все кафе, все апатские. А чему мы удивляемся тогда сейчас? Чему удивляться? Яхзым дырдзоз и вы захолцоз, и хапета глазаща. Ара актемра гяхмыцхрар калот. Система хакимца и рылмшо гератшоп и хапела. Рдырра маджзым югарцах и дари ратшопаха и ха и рылмшо ратшоп узге. Яхзадзом. Акоте инфекционка захзуй пахузи туми Беслан Федорипа. Усами. Гагрова Аратшоп, Чемчирова Аратшоп. Кто-то, Гудаутский госпиталь начал наполняться. Есть резервы в военном еще, 50 мест они могут еще добавить, да? 34-50 мест. Но нам этого может не хватить. Яхзым харкалот хаважлар шходска. Яхмахар, ишмахар. Мы же смотрим телевизор, российские передачи. Видите, какая ситуация в Российской Федерации, в Москве в частности. Это сигналы, тяжелые сигналы для вас, всех, уважаемые наши сограждане. Для нас, для всех, кто болел, кто еще не болел. Тут должно быть коллективное решение, правильное решение. Или мы будем выходить с предложением закрыть все наши питейные заведения, все рестораны, все кафе, все апатсхи. Мы будем вынуждены выйти на это предложение. Мы понаблюдаем еще какие-то дни, посмотрим и будем принимать решения. Потому что, как говорится, нам это дешевле. Не в плане денег, а в плане потерь. Деньги найдем. Но человеческие жизни не измеряются этим. А тут человеческая жизнь измеряется элементарной дисциплиной, ее отсутствием. Какие нужны еще распоряжения? Распоряжение августа месяца, оно очень объемное, емкое. Там включено все, что необходимо для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Надо только соблюдать эти меры.
тезис «государство во всем виновато» не работает сейчас. Это неэффективный популистский тезис. Ноль результата. Государство работает в силу возможностей, которые есть и сверх этих возможностей. Но мы не можем каждой будущей свадьбе прикрепить начальника милиции. Мы найдем управу на владельцев разных заведений, которые говорят: а мне наплевать на то, что запрещено, приходите, играйте свадьбу. Мы не просто закроем эти заведения, мы заколотим там двери. Вот что мы будем делать, чтобы сохранить жизни людей. А если пойдет волна болезней детей, кто нас спасет? Скажите, пожалуйста. Волна заболеваний детей. Кто спасет? Александр Анкваб вновь призвал к дисциплине и необходимости соблюдения санитарных норм. В Сухумском районе 8 с лишним процентов, в Ачамчирском районе 9% от общего числа заболевших. Гальский район 6 с лишним процентов, Хварчал 4%, Гагра 12-13%, Гудаута почти 15%. То есть во всех районах есть проблемы. То есть ковид у нас, как говорится, опеленал всю страну в зависимости от количества населения. У нас 40 с лишним процентов населения уже исследовано. Представители лаборатории провели огромную работу. У нас дополнительных около 15 тысяч исследований провели ко всему еще. Если по цифрам, если, как многие говорят, это цифры не объективные. Да, погрешности, конечно, есть, но никто тут из нас не догадался эти цифры скрывать. 11% населения инфицировано. 11%. Летальность, говорил министр, 1,5. Но есть другая тяжелая цифра. Когда мы говорим о кучности, о нашей недисциплинированности, если в России, допустим, на 10 тысяч около 500 заболевших, у нас 1000 почти 200. Вот не знаю сегодняшнюю утреннюю цифру. В 2 с лишним раза больше, мы в 2 с лишним раза, опять употреблю, недисциплинированнее, чем другие. Если бы вот этого не было бы, наших этих сборов, ситуация была бы совершенно другой. Не знаю что, но, наверное, прежде всего усилия медиков помогает нам сохранить этот процент летальности, хотя каждая жизнь, как известно, бесценна. Это наши тревоги, наши переживания общие, то количество людей, которое погибло уже. Надо задуматься над этими цифрами. Это может быть не очень высокая аналитика, но эти цифры показывают, что надо в каком районе делать. Если нужно со школами решать в плане продления каникул или наоборот отсрочки, давайте посмотрим, надо ли это делать в малокомплектных школах. У нас же есть школы, где совсем незначительное число детишек. Самые крупнокомплектные школы в столице и в городах, районах. Если нужно, мы хоть сегодня останемся отдельно, вот 3-4 руководителя, и обсудим эту тему отдельно, потом скажем журналистам, какое решение мы приняли по школам. Но не сделать это нельзя. Повторяю еще раз, меня очень тревожит, как и вас, если пойдет высокая заболеваемость детей. Это очень опасно для нашей страны. У нас нет служб, которые специализируются на заболеваниях детей. Так? Да, один реаниматолог у нас детский. Один детский реаниматолог. И Шахома. Один. Нас хабатсо, нас игахцо. Начальник управления образования администрации Сухума Астанда Таркил рассказала об эпидобстановке в столичных школах. По городу Сухум на сегодняшний день 13 педагогов болеют. Вот.
значит, 36 детей у нас заболевших и 200 детей у нас на самоизоляции. 6 классов у нас по городу Сухум закрыты на самоизоляции. И вот есть школы, где у нас ни один педагог не заболел и ни один ребенок не болеет в этой школе. Да, впереди у нас каникулы с 22 по 1 ноября. Ну, по погоде мы видим, что мы имеем возможность проветривать классы, мы имеем возможность выводить детей на воздух. Мы преподавание физкультуры проводим на улице. Да, военное дело проводится на воздухе, и есть гуманитарные предметы, которые по возможности в хорошую погоду мы проводим, стараемся проводить на улице. Все предписания мы как бы действительно придерживаемся. Есть на сегодняшний день организованные пропускные фильтры. Родители не заходят в школу, да, и на самом деле родители на улице встречают своих детей, это тоже мы проконтролируем и дальше будем в этом направлении работать. Но на начало занятий мы проветриваем, 10 минут перемены достаточно. Пищеблоки временно у нас закрыты, вот у нас тоже как бы такая проблема. И самое главное, если у нас продлим мы каникулы, вот то, что было озвучено, то нам в декабре месяце будет, я думаю, что легче. Вот если эту неделю мы продлим на декабрь месяц, то был бы неплохой результат. И в учебном плане тоже. Премьер-министр поинтересовался у Астанды Таркил, почему 30 сентября в некоторых школах было много детей и родителей, и при этом ни один старшеклассник не был в маске. Это была моя вина. Передайте всем директорам, в следующий раз будут наказаны и вы в том числе. Мы же это говорим не потому что, а потому что знаем, что будет. Всего-навсего. Это уже, знаете, как идет обмен репликами 30 числа на возложении. В маске были министры здравоохранения и, значит, Анкваб. И все. Результат, один из факторов, вот сегодняшняя таблица. Астанда, когда я снова возвращаюсь, это тоже элемент недисциплинированности. Знаем, это святой праздник, святой день, но не лишнее, если я скажу опять сегодня, жизнь, в данном случае здоровье детей и всех граждан на первом месте. Прошу это учесть. У нас тут есть проблемы в учреждениях культуры. Вы знаете об этом, читаете, пишете. Мы остановили работу объектов культуры и многих других учреждений не потому, что это наши личные капризы, а потому, что такие обстоятельства. И они будут закрыты до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Другого не дано. С нашей дисциплиной. А если есть у нас какие-то отдельные островки сверхдисциплины, необычайного орднунга, скажите, покажите, где это. Но таких мест нет. О работе Сухумской станции скорой помощи в период роста коронавирусной инфекции рассказал главный врач станции Аслан Джопуа. Станция скорой помощи города Сухум сегодня нагрузку несет как республиканское лечебное, потому что со всех регионов привозят пациентов и в Айтар, и в инфекционную больницу, в город Сухум, в лечебное, а потом нас вызывают, и мы отвозим уже, значит, и в Гудаут, и дальше их. И в связи с этим мы не только граждан города Сухум и Сухумского района, но и почти всю, не скажу, но многих из других городов, из других регионов обслуживаем. Ну, что касается динамики, конечно же, мы не можем не заметить, что мы в прошлом году ковидных обслужили в цифрах, если сказать, то 1066 человек на дому мы обслуживали, и 1700
733 человека обслужили, значит, перевозя в разные лечучреждения. В этом году за 10 месяцев этого года практически мы эти цифры мы уже выполнили. Не дошли там буквально на 50 единиц. А так, значит, что касается снабжения, с помощью администрации города Сухум, благодаря им мы имеем все необходимые средства защиты, медикаменты, топливо. Слава Богу, сейчас мы машины новые получили, значит, кислородные системы доработаны, подтяжка машин проведена, и мы к работе готовы полностью. Вице-премьер-министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал об объемах средств госбюджета, потраченных на цели по борьбе с коронавирусной инфекцией. Если сравнивать его с периодом годом ранее, то это порядка более 100 миллионов рублей больше. На сегодняшний день потрачено 368 миллионов рублей. Несомненно, самые масштабные расходы – это расходы на медикаменты, лекарственные препараты, реагенты, медицинские изделия. Вот. Большая часть расходов также уходит и на приобретение необходимых товаров, таких как кислород. Отдельно хотел бы сказать о том, что сегодня, в частности, об этом говорилось в отношении приобретения не лекарственных препаратов, а другие расходы на потребности Гудаутского ковидного госпиталя. Туда отдельно, ежемесячно, путем отдельного принятия решения президента направляются средства, абсолютно не связанные с медицинской тематикой, я имею в виду приобретение там, препаратов, еще раз, там, других аналогичных вещей, только на приобретение продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других аналогичных хозяйственных и канцелярских принадлежностей, которые необходимы для нужд Гудаутского госпиталя. Еще раз повторюсь, таким образом за вот текущий период 49,9 миллионов рублей. Это дополнительные средства, которые направляются через бюджет Гудаутского района, это не через Министерство здравоохранения. Один из самых масштабных расходов в текущий год тоже мы наблюдаем значительный, причем рост на выплату дополнительных вознаграждений нашим медицинским работникам, которые задействованы в ковид. 99, прошу прощения, и 9 миллионов рублей. Покрыт период по выплатам по август месяц текущего года. Вот. Ну, надеемся, что мы сейчас получим своевременную заявку за сентябрь, она тоже формируется, и потом будем, естественно, обеспечивать и сентябрь. Отдельно хотел бы сказать, что нам удалось на этой неделе, буквально позавчера, после того, как отдельным особым решением депутаты парламента единогласно проголосовали за дачу полномочий, то есть правовых оснований на дополнительное финансирование мероприятий по ковиду, вот, направить средства в Министерство здравоохранения. Туда было направлено адресно сразу 35 миллионов рублей, из которых 21,5 миллионов рублей – это только на медикаменты по ковидным направлениям. Остальная часть по другим медицинским учреждениям. Естественно, только на ковиде, как известно, мы не стоим, об этом тоже сегодня речь шла в начале нашего штаба. Текущий период показал, мы делаем сравнительный анализ за предыдущие периоды, обратно, и там наблюдается рост, и там, я имею в виду, расходы на приобретение медикаментов для других лечебных учреждений. 94 миллиона рублей туда направлено дополнительно. Поэтому все сегодня выводы и доклады как министра здравоохранения, так и его коллег, включая руководителя РУП «Абхазфармации», точно можно свидетельствовать о том, что обеспечение идет по потребностям. Режим срочных платежей включен при расходовании бюджетных средств в Министерстве финансов. Наверное, об этом знают коллеги, они видят, платежи доводятся мгновенно, моментально. Поэтому хотел бы сказать, что вот эта тематика, она стоит по-прежнему.
номер 1. Мы ожидаем от Министерства здравоохранения во избежание каких-то ситуаций нестандартных, чтобы обеспечение лекарствами было финансовое обеспечение, было как вы говорите, Александр Золотинский, на месяц, на 2. Сейчас зимние периоды, мы в прошлом году за этим тоже наблюдали, уже опыт есть, там много календарных дней будет нерабочих, поэтому поставки должны быть организованы до конца текущего года, и в этой связи мы готовы к полному финансированию. В отношении части задолженности, о которой сказал руководитель РУП «Абхазфармация», эта задолженность, она закреплена за местными бюджетами в проекте, который тоже внесен на рассмотрение. Эти расходы все учтены, точно так же, как мы получим правовые основания, платежи тоже будут доведены сразу же в оперативном порядке. На следующий год формирование показателей по этой тематике остается такой же ключевой. Мы сразу увеличиваем расходы на эти цели, как и мы на предыдущем нашем координационном штабе обсуждали и договорились о том, что все ковидные расходы, все буквально ковидные, за исключением отдельных, мы вчера с Бесланом Филовичем по питанию говорили, наверное, еще пройдут консультации по инфекционной больнице. Остальные все расходы по ковиду несет республиканский бюджет. Это связано с тем, что здесь оперативности больше, как говорится, срочности больше, наполняемость здесь тоже, потому что у республиканского бюджета есть более одного источника финансирования, поэтому мы сразу в случае отсутствия одного подключаем другой. В этой связи мы надеемся на такое же бесперебойное финансирование, как и в текущем году. Александр Анкваб отметил, что важнейшим аспектом лечения коронавирусной инфекции является кислород. В Абхазии уже завезено и израсходовано почти 350 тонн. Скажу так слово, достать кислород сегодня очень трудно. Очень трудно. С этим большие проблемы. Вам известно также, что мы приступили к реанимации предприятия, которое было на базе СФТИ. Ему очень много лет. И специалисты, с которыми мы договорились, вчера нам доложили о следующем, что для полной реанимации этого объекта нужно будет около 15 миллионов рублей. В сутки этот объект, завод фактически, будет вырабатывать минимум 5000 литров кислорода, жидкого в сутки, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, я потом посмотрю записи и поправлю себя. Этих тонн нам достаточно, чтобы обеспечить необходимое потребление кислорода здесь, в Абхазии, на этом этапе. Тот кислород, который мы завезли, он обошелся бюджету почти в 15 миллионов рублей. Вот сравните, что с точки зрения экономики лучше, иметь собственное предприятие, которое будет вырабатывать, или постоянно завозить. Постоянно завозить, если не будет другой альтернативы, мы готовы, но могут не дать. Уже был такой отрезок времени, к сожалению. Мы с большим трудом находили кислород на юге России и завозили в Абхазию. Все, что с этим связано, естественно, об этом неизвестно ни даже членам штаба и тем более представителям средств массовой информации. Мы находили возможности, с большими трудами, большими рисками кислород приходил. Но, повторяю еще раз, надо иметь собственный кислород. Это еще одна будет нагрузка на Минфин. Те, кто будет заниматься этой темой, пришлют необходимые бумаги в Минздрав со всеми выкладками. Минздрав с этим выйдет в Минфин, и будем, Владимир Валерьевич, рассматривать эту тему. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше.
Был вчера, говорили уже, да? Ну, хорошо. Депутат парламента Илья Гуни отметил, что необходимо простимулировать к вакцинации тех граждан, кто находится в зоне риска. Вакцинации, которые у нас сегодня идут, мы всегда будем идти на шаг сзади болезни коронавируса. И все время бороться уже с последствиями. Может, есть возможность, у нас в зоне риска находятся медики, в зоне риска находятся учителя. Давайте рассмотрим, как мы можем сделать так, чтобы эти люди провакцинировались. Потому что даже медики сегодня не провакцинированы в большем количестве, да, а находятся, они сегодня общаются с людьми, и сегодня они лечат людей, а сами при этом не защищены. Возможно, мы не можем заставить их, да, но можем не пускать этих людей, сказать, освободить их от работы на то время, пока они не провакцинируются. Ну, давайте методы эти, наверное, надо продумать. И это касается и всех остальных госслужащих тоже. Это там, где государство может воздействовать на это. Александр Анкваб обратился к министру просвещения и языковой политики, министру здравоохранения, а также главе администрации города Сухум рассмотреть вопрос работы школ. Сядьте, пожалуйста, и уделите этому полчаса и придите к консолидированному мнению. Я думаю, что районы с нами согласятся. Мы не стали беспокоить людей, в это время приглашать представителей районов. Мы можем это и обговорить по телефону. Но надо выработать грамотное предложение, эффективное предложение. Чтобы это не мешало и учебе, естественно, и поставило заслон. И вот этот, как говорят медики, надо цепь прервать, да? Надо цепь прервать. Договоритесь, Беслан Федорович. Договоритесь. С Минпросом сядьте, с районами переговорите дополнительно. Давид Русланович, переговорите, да? Персонально переговорите с руководителями отделов образования, с главами районов. Часто издалека лучше видно, поэтому подскажут, как быть. И то, что касается столовых и буфетов. Был ряд звонков, вот, наши дети бегают, перебегают улицы, чтобы купить там булочку и так далее. Ну, наверное, и такое тоже есть. Это тоже обсудите. Как быть с объектами питания, если школы в этом ключе продолжат работу. Особенно в малокомплектных школах. В конце заседания Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса рекомендовал сохранить все действующие ограничительные меры, которые были утверждены распоряжением президента республики Аслана Бжания. Меры, которые были изложены в последнем распоряжении президента страны, это первое. Второе. Мы, исходя из того разговора, который состоялся на заседании штаба, обращаемся еще раз к нашим гражданам, что альтернативы дисциплины и альтернативы вакцинации в борьбе с ковидом ничего нет. Это так. Просим серьезно беречь себя, своих близких, беречь детей. Обращаем внимание руководителей объектов питания, назовем одним словом, на необходимость соблюдения мер, указанных в данном распоряжении. Что касается предложений по, слово нехорошее, принудительной вакцинации, ну, так, добровольно-принудительно, скажем, будем работать в этом направлении. Добровольно-принудительно. Но, опять-таки, говорим, что распространяемые слухи о неэффективности вакцин всех, о вредности, они не имеют под собой никакой почвы. Вот большинство, наверное, сидящих здесь
провакцинировались. Во всяком случае, в моем окружении, да, те все провакцинированы. Никто, ни с кем ничего не случилось. Тем более та вакцина, которая у нас сегодня есть, она одноразовая и легкая, как ее называют. Я ее называю, это абхазская вакцина. Один раз провакцинировался и свободен. Но этого мы не стали, к сожалению, делать. Всем руководителям обратить на это внимание. Обратить на это внимание. Ситуация тревожная, цифры это подтверждают, нагрузки на медиков увеличиваются, нагрузки на станции скорой помощи увеличиваются, нагрузки на бюджет увеличиваются. Поэтому надо помочь своей дисциплинированностью нашей общей борьбе с ковидом. Других путей нет. Кроме того, Александр Анкваб указал на необходимость проведения главами администрации городов, районов и сел дополнительной разъяснительной работы с гражданами о недопустимости проведения массовых увеселительных и траурных мероприятий. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Арина Гухава, Абхазское телевидение.